Все начинается с детства, и большое значение имеет то, какие взрослые были рядом с ребенком. Любовь Александровну с детства окружали творческие и сильные духом люди. Ее бабушка, Клавдия Ивановна Габова, в девичестве Кирушева, была неординарной личностью. В результате тяжелой болезни она потеряла слух, но не опустила руки, а сама стала помогать глухонемым взрослым, собирала их по деревням республики и обучала в школе. Мама Любови Александровны, Вера Петровна, много лет проработала воспитателем в детском саду. Любовь Александровна продолжает педагогическую династию. Ее успеху в профессии в немалой степени способствовали и качества, унаследованные от ее отца, уважаемого всеми Александра Семеновича Габова, человека широкой души, открытого, жизнелюбивого, оптимистичного. Любовь Александровну я знаю с детства. Меня не удивляет то, что она настолько яркая, творческая, неутомимая личность. Эти качества проявлялись еще в школьном возрасте. Помню ее комнату в их доме, в которой одна стена была полностью обвешана почетными грамотами и вымпелами за достижения в спорте и в школьной жизни. А и в этой же комнате в центре стоял огромный самодельный теннисный стол. И почти каждый день там собиралась детвора на матчи по настольному теннису. Детей собиралось очень много. Приходили с соседних дворов дети, приходили одноклассники, друзья по спорту и у Любы, и у ее брата. Организатором этих матчей, естественно же, была Люба. Но у нее не только развиты организаторские способности. В школьные мероприятия она ставила танцы со своими одноклассницами, шила костюмы и для себя, и для других, и даже краила сама. А в 6 классе, когда я ездила в Сухуми, я щеголяла сарафаном от Любы. И все спрашивали, кто сшил мне такой модный, красивый сарафан. В 7 классе Любе школа дала путевку в Артек. А мы знаем, что в Артек отправляют самых-самых. Мастерство Любови Александровны увидишь сразу, как переступишь порог кабинета. Неудивительно, что девочки с удовольствием идут на урок технологии. Любовь Александровна – хороший знаток своего дела, профессионал. Что создается на уроках труда – это не просто утилитарные предметы, а произведения искусства. А результатом ее работы может стать красочное шоу. Всякому мила своя сторона. Мы любим свою лесную родину и признаемся ей в любви в стихах, рисунках, вышивках, аппликациях. Панно «Земля моя добрая» приводит зрителей в восторг. Здесь все подобрано точно. И цвет, и фактура ткани, и линии. Все дышит гармонией.
как песня легла на суровую ткань сеть лесных речушек, болот с изображениями зверей, птиц, лесных домиков. Горестной нотой звучат изображения поселков спецпереселенцев. Что ж, понятно, что из песни слов не выкинешь. Идея создания этого панно возникла во время оформления рекреации школы. В оформлении были использованы карты России и Республики Коми, и нам захотелось тоже выполнить карту своего села. Эту работу выполнили девочки среднего звена Рабова Таня, Рабова Юра, Марина Кайлова, Михайлова Алена. Работа была выставлена в Коптеросе на конкурсе декоративно-прикладного творчества, а затем была выбрана в качестве экспоната на выставку в Москве. Подлинным украшением концертных программ в школе и на сцене сельского клуба является танцевальная группа «Веселый башмачок», номера, поставленные Любовью Александровной. Не раз «Веселый башмачок» выступал и на районном фестивале «Ышка-мышка». Несколько лет назад Любовь Александровна организовала в нашей школе кружок по брейк-дансу. Она учит технологию девочек, но мы знали, что она согласится заниматься с нами, с мальчиками. Мы обратились к ней, и она не отказала. Мы поставили 3 танца, выступали и в селе, и в школе, и на районных мероприятиях. Мы благодарны ей, что она научила нас танцевать и не стесняться перед публикой. И за это ей большое спасибо. Я желаю Любови Александровне успехов. Все дети от рождения талантливы, но часто мы свой талант в повседневной работе теряем. А Любовь Александровна не только сохранила, но и развила свои таланты. Это заслуживает всяческого уважения. Уважаемая Любовь Александровна, дальше дерзайте, творите, удивляйте окружающих своей красотой, своей яркостью. Там, где Любовь Александровна, там и уют. Домашний уют немыслим без умелых рук Александра Валерьяновича Королева, мужа нашей героини. Их дом – полная чаша. Самой Любови Александровне впору давать заявку на конкурс красоты, и это при том, что она многодетная мама. Моя мама самая добрая, красивая, хорошая. Еще она очень решительная. Я понимаю, что заявка на грант – это очень серьезно. Не каждый решится на это. Поэтому я стараюсь ей во всем помочь. Мама, мы за тебя болеем, мы тебя любим.
Мама, ты ничего не бойся, ты самая лучшая. Старшая дочь Марина учится в педагогическом институте. Учительская династия продолжается.